Мигрантов, которые вынуждены остаться в России из-за пандемии коронавируса, не депортируют и не оштрафуют. Им разрешили пребывать в стране без документов и не платить за трудовой патент. Но только до 15 июня. Подробнее расскажет Елена Ширяева. Здравствуйте, меня зовут Санджар. Нет денег на патент. Я Джураева Замира. В данный момент не работаю, нет денег на патент. 10 миллионов мигрантов в России, 2 в Москве. Многие без денег даже на продукты. По закону иностранцам нельзя было остаться в России из-за просроченных документов, а из-за карантина вернуться домой. Я обычно работал в такси, арендовал машину. Я здесь семья, снимаю тоже квартиру, ищу работу. Пока не могу найти работу на эти. Теперь станет легче. Мигрантам разрешили остаться в России и работать с просроченными удостоверениями. Патенты, разрешение на работу и другие документы можно не продлевать. Патенты, разрешение на работу, визы, разрешение на временное проживание, виды на жительство, свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия переселения из-за рубежа соотечественников. Все эти документы, течение срока этих документов приостанавливается. Ну, фактически они продлеваются автоматически на 90 суток. С 15 марта по 15 июня. И главное, за просроченные документы не будут штрафовать и депортировать. Но это только в том случае, если мигранты уже находились в России законно. Если же до 15 марта вы уже были нелегалом, то после 15 июня, когда все возобновится, соответственно, как только вас поймают, депортируют, выдворят. Гулшаной единственная кормилица. В семье 2 детей, мужа сократили. Рада, что деньги на документы теперь можно потратить на еду. И мне повезло, я работаю, но отмена патента помочь тем, что при оформлении надо думать о бумажках и просто работать. Спасибо правительству за такую поддержку. Мигранты, которые все же успели продлить патент на работу, смогут хотя бы 3 месяца не платить за него. Это большая экономия. Например, в Москве за документ ежемесячно отдавали 5350 рублей, а в Петербурге – 4000. Стоимость патента рассчитывалась 13% от стоимости средней заработной платы, примерно. А потом, когда они нанимались на работу, за них еще работодатель платил все остальные налоги. То есть это практически двойное такое было налогообложение. Навстречу пошли не только мигрантам из стран СНГ, но и тем, кто приехал из-за рубежа по визе. Они тоже смогут работать без документов. Главное, чтобы у работодателя было разрешение на трудоустройство иностранцев. Елена Ширяева, Евгений Рыбалкин, Мир-24. Власти Магаданской области внесли изменения в постановление о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. После почти месячного перерыва в регионе разрешена работа ярмарок и розничных рынков при соблюдении социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС.